Резкую критику высказал в ходе осмотра незавершенных объектов в Серебряном Бору заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Главный вопрос визита в Нерюнгринский район – завершение республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Продолжит Александра Цыбикова. В стройке возникает ситуация постоянно, но это вопрос застройщика сдать в сроки по той цене, которая была в контракте. О чем вы говорите? Осмотрев 5 многоквартирных домов, это номер 47, 49, 51, 53 и 59, было насчитано общим числом 20 человек, которые выполняли работу на незавершенных объектах застройщика «Созвездие». Понятно, что этой рабочей силы недостаточно, и строительная компания умышленно вводит в заблуждение правительство республики. Почему, если вы с таким отношением к бумаге, подписанной муниципальному контракту, и вы ничего не обещали? Зачем вы подписываете контракт? Зачем вообще тогда идете на... Напомним, строительная компания «Созвездие» должна была ввести дома в эксплуатацию еще в прошлом году. При этом застройщик получил почти 100% оплату по контракту, а это порядка 764 миллионов рублей. После осмотра незавершенных объектов заместитель председателя республики прибыл в районную администрацию, где прошло заседание по данному вопросу. Выслушав обе стороны, Кирилл Бычков высказался не только в адрес фирмы-застройщика, но и в адрес администрации городского поселения в связи с отсутствием контроля и бездействием в сложившейся ситуации, так как в настоящее время для решения вопроса расселения оставшихся 502 граждан правительство вынуждено изыскать дополнительные средства для финансирования выкупа жилых помещений на вторичном рынке жилья. Напрашивается вывод. Застройщик не в состоянии достроить и при этом отказывается передавать незавершенные объекты в муниципальную собственность, тем самым активно препятствуя завершению государственной программы и нанося существенный материальный ущерб. Для разрешения данной проблемы администрация поселения и компания-застройщик в ближайшую неделю должны прийти к общему соглашению. Основные наши требования компании, чтобы они нам хотя бы передали в счет погашения основного задолга по контракту и неисполнения контракта вот эти 5 домов незавершенного строительства. Если компания-застройщик «Созвездие» достроит вот эти 2 дома, это мы только рады. То есть мы, в принципе, только рады, потому что есть определенное количество людей в поселке Серебряный Бор, кто не хочет уезжать из Серебряного Бора. И мы только за то, чтобы у нас отток из поселка не было жителей. Мы обоими руками за это. Поэтому мы будем рады, если они выполнят свои очередные обещания. Систематически нарушая обговоренные сроки, компания-подрядчик обязалась выполнить условия контракта до конца текущего года. В случае передачи недостроенных объектов выполненная работа строительной компании будет оценена экспертами, и материальная разница будет истребована в соответствии с законодательством. Я сегодня дал поручение Министерству строительства республики, органам местного самоуправления разобраться окончательно с ситуацией до конца дня сегодня, выдать решение и в течение недельного срока закрепить документарно меры, по которым будет идти выравнивание этой ситуации. Как заверил Кирилл Бычков, в любом случае программа переселения будет завершена. Гражданам предоставят новое жилье, приобретенное на дополнительно выделенные средства в размере 200 миллионов рублей из бюджета республики. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри.